Добрый день. Я начинаю второй час своего прямого эфира на канале АТР. Это действительно прямой эфир. Вы можете звонить по телефонам, которые видите на экране, и по Вайберу из любой точки мира, и даже по Скайпу. Понятно, что тема этих дней у нас одна на крымско-татарском единственном телеканале. Это новая волна репрессий в Крыму, очередная, которая но в этот раз задержан человек. В числе задержанных оказался первый зампред Меджлиса крымско-татарского народа, наш друг, коллега, товарищ, брат и наш, если так можно сказать, вице-президент Нариман Джелял. Нариман человек потрясающих, конечно, и моральных качеств, и интеллектуальных. Это, кто не знает, опять смотрит. Я думаю, что это тоже интересно будет рассказать, что Нариман, кто-то когда-то работал на АТРе, политическим обозревателем долгое время, поэтому мы коллеги все Наримана. Он блестяще образованный человек, который разбирается не только в политике, но и, например, в кино. Человек абсолютно таких прогрессивных взглядов, интеллектуал, интеллигент, умница, спокойный, выдержанный, абсолютно человек такой, с такими качествами, которые наш народ считает очень важными, да. И они выбрали именно его в качестве главного объекта репрессий, еще 4 людей захватили. А сейчас у нас есть в прямой связи, мы же все эти дни связываемся с оккупированным Крымом, чтобы поддерживать людей, которые там выходят на протесты, и информировать Украину и мир о том, что вытворяют с крымскими татарами оккупанты русские. У нас сервер Чолакчик, громадский защитник, общественный защитник, сейчас прямо из центра Симферополя. Салям алейкум, сервербей. Алейкум салям, дорога. Рассказывайте просто в прямом эфире, что происходит. Все. На данный момент я нахожусь около Киевского районного суда, где избирается мера пресечения задержанным, тем людям, которые пришли поддержать арестованных, тех, у кого были обыски. Некоторым из них дали административный арест в виде суток. Это отцу одного из задержанных из Кедырага дали 10 суток административного ареста, а брату Арсену Ахтамову дали 15 суток административного ареста за то, что они начали искать своих родных и пришли к зданию ФСБ поддержать своих близких. За это их арестовали, и сейчас судья вынес такое решение, они будут отбывать административный арест. Также хочу сказать, что около часа назад, в 5:20, в здание Киевского районного суда завели Наримана Джеляла, то есть суд по нему еще продолжается. В качестве его защитника выступают адвокат Николай Полозов и Эмине Ханума Вамилева. Могу также сказать, что подогнали 2 автозака. Там, где обычно люди собирались, чтобы поддержать своих родных и близких, сегодня нет места. Сегодня эти места заняла Росгвардия. А также газон вокруг суда был обильно полит для того, чтобы оттеснить неравнодушных еще дальше от суда. То есть вы, Сервербей, вы не можете подойти даже туда, да? Близко к зданию суду подойти мы не можем. Я могу, в принципе, развернуть камеру и показать, что происходит. Да, давайте. То есть адвокаты, вышедшие из зала суда, дали комментарий. Как вы видите, среди неравнодушных есть и представители полиции, и есть сотрудники в штатском. Они находятся среди народа, они бдят, днем и ночью работают, выискивают. В общем, ситуация на данную минуту такова. Информация, там же Николай Полозов, который стал адвокатом Наримана, он же с ним присутствует там в зале, да? Да, они находятся сейчас в зале суда, поэтому до тех пор, пока они не выйдут, либо не отпишут какую-то информацию, нам судьба Наримана неизвестна. Какую меру пресечения ему изберут, об этом пока никто не знает, мы все этого ждем. По прогнозам, я думаю, что это заседание затянется до поздней ночи, как обычно это бывает. Поэтому народ ждет новостей. Поддержать родных и близких. Сервербей, я правильно угадал, просто в масках, что родная сестра Мустафы Ага Джемилева там присутствует, Диляра Ханым, так? Вы
Вы знаете, я пришел сюда относительно недавно после работы, поэтому еще не всех присутствующих увидел, даже не со всеми поздоровался, но если я увижу, я вам смогу точно сказать. Да, большое селяме передавайте, мы все ее любим, как и всех людей, которые сейчас рядом с вами там. Но я еще вас, я еще вас не отпускаю, я буду долго с вами конечно, говорить. Я в вашем распоряжении. Смотрите, вот сейчас, ну, во-первых, я хочу, чтобы вы свою версию сказали. Почему они так долго терпели Наримана, который не отрицал и нигде не говорил, что он не член Меджлиса, хотя Меджлис запрещенный, а он первый, он давал интервью и так далее, и так далее. С чем связано именно нынешнее, вот именно время выбранное, вот это? Я хочу начать с того, что этот виток репрессий – очередное осеннее обострение силовиков, то есть мы это наблюдаем уже на протяжении длительного времени. Так случилось, что в этот раз жертвы были избраны таким образом, что в их число попал Нариман Ага Джелял. Это я связываю в первую очередь с его участием в Крымской платформе. Конечно же, он является сегодня представителем Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму, поэтому... Честно говоря, у меня у самого возникал такой вопрос, как так долго допускают его работу здесь, и его публичность, его активную позицию. И видите, настал тот час, настало то время, когда силовики приняли решение этот голос тоже, скажем так, заглушить. Но как вы думаете, Сервербей, на каком уровне решения принимаются о таких задержаниях? Это точно не полковник какой-то, который там сидит? Я думаю, что это решение принимается не в Крыму, потому что сегодня власть всей страны взгляд властей всей страны прикован к Крыму. Да, это является такой болевой точкой в стране, поэтому эти решения такого уровня, они разрабатываются и принимаются не в Крыму, потому что люди такого уровня, скажем так, как Нариман Ага, да, он является публичным, он является политиком, он является первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. То есть обычному рядовому сотруднику или какому-нибудь полковнику не доверят такую операцию. Сервербей, скажите, вот есть такое ощущение, что они решили провести окончательную зачистку, ну то есть задержать такого авторитетного человека, как Нариман, сшить ему такое жуткое диверсионное какое-то дело, в которое, конечно, на Западе никто не поверит, его только что видели лидеры европейских там, и других западных стран живьем, да, и вот они его объявляют диверсантом каким-то, пособником там, террористов, все такое, конечно, вот это никто не поверит, но нет ли ощущение, что они хотят провести сейчас перепись всех, кто либо посты пишет защиту Наримана, находясь в Крыму, либо выходят на протесты, и что вот потом они попробуют полностью уничтожить любое мирное сопротивление? Я думаю, что нет, потому что это уже давным-давно сделано. Та активная прослойка крымских татар и безразличных, которые находятся в Крыму, она свою активность проявляет всегда в моменты таких арестов, обысков, задержаний. Это, как правило, одни и те же люди. Сервербей, не слышно, Сервербей. Плохо, звук плохой стал. Может, вы микрофон далеко держите? Слышите? Да, теперь да. Слышно? Теперь да. Я думаю, что этого не произойдет, потому что активная прослойка граждан наших, она примерно одна. Да, это резонансное дело. Сегодня в дело могут включиться те люди, которые до сих пор молчали, либо не выражали свою гражданскую позицию. Это может быть. Но в основе такая перепись уже давно сделана, и у всех, кто вышел из зоны своего комфорта для того, чтобы помогать другим, есть определенный риск задержания, административных арестов, штрафов и любого вида наказания за свою активную гражданскую позицию. Ну, какую цель они ставят и добиваются ли они своей цели? Понятно, что они запугивают крымских татар. Тут вот все очевидно, да? Если можно с Нариманом, то с тобой, простой человек, вообще мы тебя в порошок сотрем, да? То не рыпайся, ничего. Вот добиваются ли они своих целей каким-то образом? Создание страха? Смотрите, есть один из моментов, это нагнетание страха, и мы демонстрируем, что на протяжении всех этих лет наш народ стоит, и в принципе страха в глазах у людей нет. С другой стороны, понимаете, так, о чем я хотел сказать. Нариман Ага, он является политиком в Крыму, и так
так как российское законодательство работает в Крыму, а согласно российского законодательства Меджлис татарского народа является экстремистской организацией, то силовики не могут это игнорировать. Есть человек, который позиционирует себя заместителем председателя Меджлиса татарского народа. Есть закон, который говорит о том, что Меджлис является экстремистской организацией. Значит, нужно этот закон применить к этому человеку. То есть Россия, позиционируя себя правовым государством, вот эти законы должна свои исполнять и их придерживаться. Я вижу это. На какие-то международные цели, на ваш взгляд, преследует Россия, задерживая Наримана? Показать что-то Америке там, или Украине, или другим странам? Я думаю, нет. Вернее, не то, что нет. Россия вообще, грубо говоря, плевать хотела на международное законодательство. Потому что накануне, к примеру, Крымской платформы, где собирались политики со всех стран европейских, да, с большинства, накануне были обыски и аресты 16 августа. Был вынесен приговор в отношении 5 крымских татар, а 17-го утром у тех, которые были на судебных заседаниях в Ростове, уже прошли обыски и аресты. Точно так же после проведения Крымской платформы Нариман Ага свободно выехал на материк, вернулся, и его спустя некоторое время задержали. То есть Россия этими самыми действиями пытается показать, что никакие международные рычаги на нее не влияют и не воздействуют. Но это мое сугубо субъективное мнение. Я ваше мнение спрашиваю. И еще вопрос. Ну, вот опять субъективное личное мнение. Что нужно делать мировому сообществу, украинской власти, там, странам, участникам, подписантам вот этой Крымской декларации, Крымской платформы? Потому что Путин показывает, вы сколько угодно мне можете рассказывать про политзаключенных, я их считаю террористами, вот записал, захотел, замглаву Меджлиса террористом записал, и ничего мне за это не будет, да? И то, что вы Байдену там передал Зеленский список политзаключенных, которых нужно вернуть всех украинских граждан, да, которым там большое количество Крымлы, да, значит, ну и отдал ты этот список, а мы вот так плевать на вас хотели вместе с Байденом, так сказать, и так далее. В первую очередь украинской власти и партнерам Украины в мире нужно сделать так, чтобы вопрос Крыма не спадал с повестки дня, и, скажем так, нужно уже переходить к каким-то более конструктивным действиям в отношении России. Российская власть на сегодня понимает, что дальше разговоров дело не доходит, что те санкции, которые принимают Европа или США, они в большей степени, может быть, вредят самим этим странам, так как Россия с ними активно торгует, и никаких ограничений у них в этом нет. То есть, как однажды Путин сказал, мы еще посмотрим, кому от этих санкций будет хуже. Они это понимают, что у них есть партнеры, у них есть бизнес, ничего личного, и они этот бизнес свой ломать не хотят. То есть для того, чтобы освободить граждан, для того, чтобы освободить незаконно осужденных, для того, чтобы вернуть всех родных в их семьи, чтобы судьбы детей не ломались, нужно чем-то жертвовать. И в этом смысле Запад, я вижу, что он не особо хочет жертвовать за крымских татар или за целостность Украины, или за какую-то территорию, которая находится далеко на востоке Украины. Мне видится так. Но нужно чем-то жертвовать, и нужно на что-то менять свободу граждан, их здоровье, их жизнь, их судьбы. Ну, тут не с чем не согласиться. Все правильно. Сервербей Чолакчик с нами на связи. Если будет что-то происходить, вы, пожалуйста, звоните нам и выходите, мы вас сразу дадим в прямой эфир. Тогда. Да, обязательно. Чок Саланс, огромный привет всем, уважение всем людям, которые вышли, которые в Фейсбуке поддерживают, пишут, потому что вы знаете, что, находясь в Крыму, даже в Фейсбуке написать в защиту политзаключенных, это уже тебя вызывает ФСБ и рассказывает о перспективах дальнейшей тяжелой жизни, да. То есть там просто любой день, прожитый в оккупации, если человек не предал, предателей мы не берем, это отдельная категория неприкасаемых, да, если так можно выразиться. Но любой день в оккупации неподчиненного человека, не подчинившегося человека, вот как Сервера, это подвиг. Давайте называть вещи своими именами. Вот, и кто Нариман жалел, и кто эти люди, которых вместе с ним звали, они герои, наши национальные герои. Наш пантеон героев, но просто пантеон это про уже не живущих людей, а у нас есть живые герои, которые своей жизнью, думаете, Нариман не знал, что могут посадить? Конечно, знал.
Вот, а знаете, что я хочу сейчас сделать? Может быть, это будет выглядеть... да, извините, не будет выглядеть. У нас есть тоже из-под суда адвокат, крымская татарка София Шабанова. Селям алейкум, София Ханым. Надеюсь, вы нас слышите. София Ханым. Сейчас проверят звук редакторы, и мы увидим София Шабанова, адвоката, на наших экранах. Вы видите, да, что люди не боятся выходить в эфир с оккупированного Крыма, где под каждым деревом сидит ФСБшник, где прослушивается, читается абсолютно все. И эти люди выходят в прямой эфир телеканала, в котором все практически сотрудники объявлены уже экстремистами, террористами, там заочные суды и прочее, прочее. Вот. И иметь связь с нашим телеканалом — это тоже большое гражданское мужество и гражданский подвиг. София Шабанова, адвокат, на связи из центра Симферополя. Селям алейкум, София Ханым. Селям алейкум. Вас очень хорошо слышно. Я хочу, чтобы услышать ваше мнение о том, что происходит, и ваше видение того, что произошло в предыдущие дни и происходит сегодня в Симферополе. Ну, как вам уже известно, что 3 человек было задержано в ночь 3 на 4 сентября 2021 года. В течение суток мы не могли установить их местонахождение. Наконец-то мы установили, они находились в здании ФСБ по Республике Крым. К сожалению, несмотря на то, что с утра мы сообщали о том, что у задержанных, это братья Ахтемовы и у Наримана Джиляла, имеются адвокаты, нас до вечера, до ночи, так скажем, до часа ночи мы дежурили в здании ФСБ, нас не пропустили. В конце концов сослались на то, что мой подзащитный Ахтемов Азиз от меня отказался. Я повозмущалась, конечно, сказала, он не мог отказаться без меня, вы меня к нему не допустили. В следственных действиях участвовал адвокат по назначению. Мне удалось на следующий день связаться с адвокатом по назначению. Мы договорились, что мы вместе к нему подойдем, и я узнаю причину отказа от моих услуг. Сегодня мне удалось все-таки пробиться с боем в Киевский районный суд города Симферополя при избрании меры пресечения Азизу. Я видела Ясана и Азиза, оба они были в неадекватном состоянии, они просто не поднимали головы, они не реагировали на обращение к ним даже близких родственников. Азиз даже не среагировал на обращение своего отца. Отец кричал: не отказывайтесь от наших адвокатов. Но, несмотря на это, Азиз в моем присутствии написал заявление о том, что он отказывается от моих услуг. Причину отказа он сформулировать не мог. Он долго сидел и думал, чтобы написать. Ну и в конце концов написал, что так как у него есть другой адвокат. При этом следователь, конечно, вел себя очень агрессивно. Ему не понравилось, что я пришла на судебное заседание, и также он так пристально спросил у Азиза, что ты хочешь, чтобы она у тебя все-таки была. И Азиз, я вижу, что под давлением он от меня отказался. Ну, я успела ему сообщить, что мы все равно его не оставим. И я надеюсь, когда ребята уже успокоятся, мы сможем с ними уже работать. Ой, София Ханым, ваша версия такого, как вы сами сказали, неадекватного состояния наших политзаключенных, конкретно братьев? Мы предполагаем, что по отношению к ребятам были использованы незаконные методы воздействия, пока мы не знаем психологического либо физического. Но судя по тому, как они себя ведут, психологическое давление все-таки есть. Потому что я не в первый год в адвокатуре, в органах раньше работала. И я вижу, что люди обычно, когда несколько дней не видят своих родных, они ищут глазами поддержку. А в данном случае они просто опускали глаза, и они боялись даже посмотреть на своих родных, не то чтобы искать поддержку. Я думаю, что с ребятами очень хорошо поработали. Но
были же сведения о том, что даже Нариману Джелялу с его статусом все-таки, да, известностью и так далее, его держали сутки с мешком на голове и в наручниках руки в неизвестном помещении, по его ощущениям подвальным. Да, что говорить про простых людей, которых не знают ни в мире, там, ни в Украине, только близкие родственники знают. Вы, кстати, знакомы с этими, вы знакомы с этими людьми? И Азиз повторял заученную фразу: все будет хорошо. Я ему объяснила, что хорошо — это когда люди дома сидят, а не когда их вывозят, и потом вот из здания суда увозят в СИЗО. Я говорю, ну ты сегодня посмотришь, как будет хорошо. Тебя отвезут в СИЗО. На что следователь сказал, что я оказываю давление на Азиза. Я говорю, нет, я ему просто разъясняю, что такое хорошо и что такое находиться в СИЗО. Но я вам говорю, ребята просто ни на что не реагируют. Но так не бывает. В нормальном состоянии человек как-то должен отреагировать. Они сидят с пустыми глазами и вообще даже не понимают их. И само заседание проходило буквально 10 минут у каждого. То есть в течение 10 минут решилась их судьба, и им избрали меру пресечения, содержания под стражей до 4 ноября. Обычно эти заседания более-менее проходят, более длительно, так скажем, а тут всего лишь 10 минут на каждого. Это говорит о том, что они просто молчат, соглашаются. А нет ощущения, что, допустим, есть же такие пытки отсутствием сна, когда человек получается как будто под химическим каким-то, то есть эффект такой, да, разрушительный, или химические препараты какие-то, или что-то. Нет такого ощущения? Вы знаете, что-то такое есть, что, я же говорю, абсолютно неадекватное поведение. Такое ощущение, да, что либо они уставшие, такие поникшие, с пустыми глазами, может быть, и не спали, может быть, под воздействием чего-то. Я не могу этого утверждать, как бы поговорить конфиденциально нам не дали. Знали ли вы... Абсолютно. Я вот с бой пробилась, и буквально 2-3 минуты мы пообщались. Ну, Чок Сауланс, что вы это сделали. Скажите, а вы их знали до этого? Знаете этих людей задержанных лично или нет? Нет, ни Асана, ни Азиза я не знаю. Ну, даже не зная их, как бы по фотографиям я видела, как они выглядели, и как бы разительно отличаются от того, что я видела. Угу. Вот у нас, кажется, новости пришли. Киевский районный суд, так называется, он не Киевский, он суд в оккупированном Крыму, без участия адвоката Айдера Азаматова вынес меру пресечения под стражей Асану Ахтемову до 4 ноября 2021 года. Это, собственно, то, о чем вы и сказали сейчас, да? Это вот официально. Да. А брату? А брату тоже до 4 ноября. Им обоим до 4 ноября избрали меру пресечения содержания под стражей. Ну, я думаю, что, конечно, предполагать тут ничего не надо. В принципе, что бы они ни говорили, и как бы они себе не выглядели, они ни в чем не виноваты. Потому что там делают палачи гестаповские, знаете, никто бы на их месте, оказавшись, не спрогнозировал свое поведение, поэтому не о чем говорить. Да? И я призываю в любом случае не верить ни одному слову, которое от их имени прозвучит или там из их уст прозвучит. Потому что, как мы видим со слов адвоката Софии Ханым, что люди подавленные. И сейчас они, конечно, я думаю, вот это время до 4 ноября они будут использовать как для психологического давления, вынуждения подписать какие-то бумаги, чтобы выйти из СИЗО и так далее, и так далее. Ну, в общем, стряпать дела. Собственно, вы с подобными делами, с подобного типа обвинениями лично как адвокат сталкивались уже в практике? Именно с диверсией вы имеете в виду? Да. Ну, я работаю по делам об участии в террористических организациях по нашим ребятам. Уже не в одном деле. Ну, вот именно с диверсией я столкнулась первый раз по уголовному делу. А вы знаете хоть что-то из так называемой доказательной базы? Что они вообще... Ну, вообще это такой вариант безумия. Идти говорить, что террорист, участник диверсионной группировки Нариман Джелял, которого только что видели все лидеры западных стран, да, с ним разговаривали, знают, кто он такой, и после этого назначить его участником диверсионной группы, это выглядит безумием. А зачем они так делают? Как вот ваша версия? Ну, я думаю, что в данном случае, наверное, хотят дискредитировать Меджлис, показать, что это экстремистская организация, что-то такое. Но про ребят я вот спрашиваю родственников, я спрашиваю знакомых, там, друзей.
они все просто в шоке, и все отзываются о них как очень хороших, таких добрых, порядочных людях, и вообще не вяжется никак как образ с образами диверсантов. Ну да, то есть... Мать вообще кричит, конечно. Я знаю прекрасно своего сына, он не может такого сделать, он постоянно трудится, постоянно дома, у него жена сейчас без закона, он постоянно был дома, никуда не отлучался. Она говорит, я не верю, что он мог все это на себя взять, и вообще я не верю, что он это мог сделать. Давайте... Пока у нас такое положение. София Ханым, давайте вместе с вами послушаем слова Айдара Азаматова как раз. Сейчас покажем, вы тоже потом прокомментируем. Сегодня в Киевском районном суде города Симферополя рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения моему подзащитному Ахтемову Асану Исламовичу. К большому сожалению, я не смог его увидеть, и я не успел на процесс, потому что до такой степени все быстро происходило, и так быстро все эти события происходили, что я просто не успел ни увидеть его, ни поговорить с ним. Сейчас мне выдали постановление об избрании ему меры пресечения. Странно то, что в постановлении указано, что Асан не возражал против того, что его отправляют в следственный изолятор. Но такое может быть только в одном случае. Когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только в этом случае человек может на такое согласиться. В других случаях сам человек на это не согласится. И это отражено в постановлении. Кроме этого, я хочу отметить, что его сегодня направят в следственный изолятор города Симферополя номер 1, где он будет содержаться до 4 ноября 2021 года. Не могу сказать, какое состояние у Асана, но со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен. К нему даже пытались обратиться родственники, близкие. У него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему скорее сказали, даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры. Ну, я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Я надеюсь на то, что мне удастся увидеться с Асаном, поговорить с ним и объяснить, что все, что ему наговорили следственные органы, это неправда. Не нужно надеяться на хороший исход по данному делу, потому что санкция статьи, в которой его обвиняют, от 10 до 15 лет лишения свободы. То есть говорить о том, что его отпустят в ближайшее время, этому не нужно верить. Будем дальше мониторить ситуацию. Я буду в последующем информировать о происходящем по данному уголовному делу. Вы рядом вот уже, да? Вы рядом уже. Селям алейкум. Соединился к нам. Селям Айдарбей. Ну вот мы говорили тут как раз с Софией Ханым, что они, скорее всего, либо пытали, либо химией какой-то использовали. То есть люди, как вы сказала София Ханым, просто не выглядели адекватными совсем, да? А когда удастся у них, если удастся спросить, что с ними происходило? Или вообще не допускают никого сейчас? Но мы надеемся, что пройдут следственные действия, их повезут в СИЗО. Через несколько дней, возможно, они успокоятся, придут в себя, соберутся с мыслями. И мы попытаемся, конечно, мы их не оставим, будем пытаться к ним попасть. Я, мои коллеги, мы будем мониторить ситуацию и попробуем попасть к ним и понять все-таки, что же происходило и в чем причина такого неадекватного поведения. Айдарбей, как ты думаешь, какая стратегия у них? Слепить дело по терроризму и по-быстрому людей отправить в Россию на долгие срока, как и в других случаях, с тайными свидетелями, но со всеми этими делами? Какая стратегия? Я думаю, что учитывая то, что они взяли, так скажем, капкан
Асана и Азиза и сделали так, чтобы они вообще ни с кем не контактировали. Они такое ощущение, как будто они зомбированные, и никто не может на них повлиять. Ни родственники, ни общественность, ни люди, которые их знают, друзья. Там. И в основе уголовного дела лежат их показания, я думаю, что выбитые с помощью физической силы, пыток. В отношении них, скорее всего, применялись различные методы незаконные, и это связано с физическими методами, то есть, наверное, и били, током, методов много различных, чтобы это прекратить, просто подписали все, что им нужно. И, насколько я знаю, вот эти два человека, может быть, еще будут какие-то свидетели, но вот эти два человека являются основными лицами, которые будут свидетельствовать против Наримана Джеляла. И наша задача сейчас не дать это сделать, то есть не дать сделать так, чтобы Наримана Джелялова оклеветали таким образом. Это первое. И во-вторых, чтобы ребят Асана и Азиза не использовали для этих целей, а их сейчас вот прям используют. Они, может быть, немного попозже поймут, для чего они нужны. Может быть, им обещали какие-то там преференции, какие-то послабления, но санкция статьи от 10 до 15 лет — это пока часть первая. Если они ее переквалифицируют на часть вторую, это группы лиц. Там санкция статьи от 12 до 20 лет. То есть тут даже не надо придумывать статью с терроризмом. Достаточно этой статьи 281 части 2 для всех троих, для того, чтобы каждого из них как минимум на 12 лет направить в тюрьму или в колонии на территории Российской Федерации. Потому что вот от моей коллеги Софии Шабановой Азиз Ахтемов уже второй раз отказывается. Ему уже и родственники говорили, когда его спускали, чтобы он этого не делал, чтобы он не боялся. У него очень большая поддержка, все его поддерживают. Огромное количество людей его поддерживают сейчас. Большое количество людей пришло сюда, и большая поддержка у него. И я надеюсь на то, что он осознает это, и они осознают это вдвоем. Я со своей стороны, по крайней мере, мне еще не показывали отказ от меня письменный. Даже если есть этот письменный отказ, то я буду добиваться того, чтобы этот отказ был в моем присутствии написан. Не просто мне продемонстрировали без Асана, и все. Этого недостаточно. Я допускаю, что любые заявления в отказе, любые признательные показания, они были выбиты с помощью пыток. Этому свидетельствует то, что адвокаты по соглашению не пускают, а адвокаты по назначению участвуют и принимают участие в этих при рассмотрении меры пресечения на следственных действиях. Более того, я читал постановление об избрании меры пресечения. Как там написано, что Асан, ну, по крайней мере, Асан, он поддерживает ходатайство следователя о том, чтобы его направили в следственный изолятор. Но такого никогда не было. Сам человек никогда этого не сделает. Его только принудили или сказали, если этого ты не сделаешь, значит, будут применены к тебе какие-то методы воздействия, скорее всего, физические. Поэтому он, чтобы с ним ничего не случилось, на все он идет, все подписывает, все делает, как они говорят. Это, я считаю, абсолютно противозаконные меры, незаконные действия со стороны правоохранителей. Мы будем это еще устанавливать, конечно, но я допускаю, что эти меры были предприняты. Иначе зачем от нас отказываться, зачем прятать их от нас, зачем делать все возможное, чтобы мы с ними не сконтактировали, то есть чтобы у нас не было возможности пообщаться. Ответ один. Следственные органы рассчитывают на то, что они таким образом сейчас получат все, что им нужно, и уголовное дело будет успешно завершено и направлено в суд. А в суде уже это уже дело, как говорится, техники, да, по накатанной.
все, что было ранее, они скажут, ну вот вы подписали, вы согласились, вы вину признали, вы явку с повинной написали, что вы еще тут хотите сказать? Все. Ну, я понимаю, что в мире, конечно, никто в эту диверсию не поверит, чтобы они там какие бы показания не выбили из людей. Господи, мы в 21 веке упоминаем такие вещи, как пытки. Это просто, конечно, центр Европы. Боже мой. Но никто в это, конечно же, не поверит. Тем более в то, что диверсант или террорист Риман Джелял, конечно, никто не поверит. И дело сшито, судя по всему, настолько топорно, через пытки, скорее всего, будет сшито и так далее. Что вы можете противопоставить в условиях этой карательной машины, чтобы хоть как-то в силу ваших возможностей помочь и Нариману, и этим людям? Вот конкретно. Ну, смотрите, мы со своей стороны делаем все необходимое и все возможное. Теперь слово за ребятами, так скажем, последнее слово, последнее решение за ребят, за Асану и за Азизом. Если они пожелают, если они захотят, найдут в себе силы, вот просто взять и не слушать то, что им уже наговорили, не бояться и слушать в первую очередь своих близких, своих родственников, тогда мы им сможем помочь. Иначе, что бы мы ни делали, сколько бы мы ни писали, это будет бесполезное действие. Мы со своей стороны вот все сделали. Мы 2 дня пытались попасть в ФСБ, нас не пускали. Суд. В суде тоже там все быстро провели так, что не успели увидеться и пообщаться. Будем пытаться и в следственный изолятор попасть, куда их доставят сегодня, скорее всего. И сконтактировать, чтобы понять, готовы ли они бороться за свою свободу или согласятся на то, что им написали, дали под подпись, и они расписались. Тут 2 варианта. Или они должны бороться за свою свободу с этой несправедливостью. И самое главное, они должны понимать, что их показания, которые выбиты, они пойдут во вред другому человеку, которого знает весь мир, человеку, который сейчас просто навешали ярлык диверсанта или пособника диверсанта. Они должны это понять. Я думаю, они понимают прекрасно, о ком речь, это о Наримане Джелялове. И более того, они его прекрасно сами знают. Я сколько знаю, они дружили, общались. И это не какой-то сторонний человек, незнакомое лицо. Это тот человек, с которым они многие годы общались. И будет как минимум некрасиво оклеветать этого человека. Я думаю, вот это они должны понять. Я надеюсь, много пройдет время, нужно время для этого. Мы со своей стороны сделаем все необходимое, все в рамках закона. Я вот готовлю сейчас письменное обращение и на следователя, что у меня есть соглашение с родственниками, с отцом Асана, с Ахтемовым Ислямом. Он меня просит, его жена меня просит, чтобы я защищал его, но не дают возможности это делать. Кроме этого, вот я сейчас получил постановление суда об избрании меры пресечения, подготовлю апелляционную жалобу, это я все сделаю, но дело за ними, опять же. Нужен контакт. Мы постараемся с ними увидеться, объяснить им это все, донести до них, как-то вот вложить в них, что нельзя так просто вот взять все, подписать и на это все. Ничего хорошего из этого не выйдет, я уверен. Ничего хорошего из этого не выйдет. Как бы им там ни обещали, они должны понимать. Они не юристы, им, наверное, обещали, что там освободят. Но сегодня увидели, как освободили. На 2 месяца. Если было бы все так хорошо и все гладко, их бы просто направили под домашний арест и все. Но их отправили в следственный изолятор. Они сами уже должны понять это. Я успела передать адвокату по назначению документы на право собственности на дом, где проживали Азиз с семьей, и на согласие всех родственников, чтобы он под домашним арестом находился в этом доме. Но несмотря на это, как мы сегодня видим, под домашний арест его не отпустили, повезли в СИЗО, о чем я ему говорила. Если бы у тебя было все хорошо, тебя бы сейчас отпустили домой. Ну, может быть, осознание придет позже, потому что, как я уже говорила, они совершенно не настроены на контакт, они вообще никого ничего не слышат.
Вы знаете, в любом случае, вы очень правильные слова сказали. Я уверен, что как-то им передадут эти слова и вас, и всю нашу поддержку. Но когда люди оказываются фактически в гестапо, да, сложно что-то за них говорить и за них думать. В любом случае, что бы они ни сказали, это не является правдой ни в каком проценте. И понятно, что людей просто ломают физически, морально. Я тут, находясь в студии, и ничего не могу им предъявить в плане моральном, потому что что там, мы знаем, что бы мы как себя вели бы, если бы так нас пугали там или пытали. Я вот что хочу спросить. То, что ребятам, дай бог, если вот будет так, как вы сказали, они захотят себя защищать, все-таки найдут себе силы, мужество и какие-то резервы психологические, физические. А вот что, на ваш взгляд, крымских действующих, практикующих адвокатов именно по таким вымышленным делам? Что должно делать украинское государство? В какие колокола бить? Где бить? Что рассказывать? На чем делать акцент? Вот на этническом характере этих чисток, на запугивании и так далее. Вот я хочу от вас услышать, чтобы вы эти слова услышали те, кто принимает решения в Киеве. Ну, смотрите, я со своими коллегами, которые специализируются по Европейскому суду по правам человека, уже направили в Европейский суд по правам человека в порядке правила 39 жалобу на, во-первых, похищение и по Сану Ахтему, так как с 3 сентября до 17:00 не было известно, 4 сентября, не было известно о месте его нахождения. Были ряд обращений, большое количество и в райотделы, в отделы полиции, и в прокуратуру республиканскую и Российской Федерации, в Следственный комитет. Во все, вот, куда бы вы могли писать, мы уже написали. Все эти документы переданы коллегам, коллеги направили уже жалобу в порядке 39 правила, в том числе связанная с пытками, так как связь пропала. Сейчас будем пытаться снова восстановить. Надеюсь, это скоро произойдет. Это невозможно слушать все. Это русское зазеркалье. Это русский мир, который абсолютно похож на нацистский. Правильно Чубаров назвал. Давайте Рифата Чубарова послушаем, пока восстанавливается связь. Сегодняшние события и предыдущие в течение последних 7 лет события в Крыму демонстрируют поведение российских оккупантов как настоящие фашистские, когда они врываются ночью в дома крымских татар. Вы только представьте, что к Ахтемову Азизу, где 3-летний ребенок, малолетний в доме, в семье, они ворвались в час ночи. К Нариману, где 4 малолетних детей, они ворвались ранним утром. И так каждую семью. Они это делают специально для того, чтобы напугать, устрашить не только тех, чьи дома не врываются, но устрашить всех нас, весь народ, который живет в условиях российской оккупации в Крыму. И такое зверское поведение карателей, оно еще направлено на то, чтобы унизить максимально и сломить волю крымских татар. Сейчас связь, к сожалению, пока восстановить не удается. Мы надеемся, что получится, но все равно я хотел в присутствии адвокатов, как говорится, на крымских татар, прочитать этот текст небольшой. Аркадий Бабченко сегодня утром написал этот текст, и он разошелся по всему миру уже, его цитируют везде, и он очень такой. Но если вы не читали, то я вам сейчас прочитаю. И пусть это будет еще и прозвучит с телеканала АТР. В Симферополе задержан последний оставшийся там член Меджлиса, заместитель его главы Нариман Джилял. По факту он на полуострове выполнял функцию лидера крымских татар.
Была очередная облава, зачистка, карательная операция. Называйте эти рейды как хотите. Всего карателями было взято 40 человек. 35 из них получили административные дела. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения. Ну, то есть, когда села Кырымлы затапливало, Кырымлы же за это и были задержаны. А 5 арестовали по уголовным делам. Ну, тут есть какие-то нюансы, детали несущественные. Поэтому я продолжу по сути. Что они там предъявляют Джилялу, совершенно не интересует. Диверсию, измену, сотрудничество с японской разведкой, попытку убить Сталина уже без разницы. Сроком светит от 12 до 15 лет. А как сейчас сказал адвокат Айдер Азаматов, если они перефиксируют на вторую часть статьи, то до 20 лет. Вот про диверсию. Это я добавил от себя. Госдеп США уже опубликовал заявление. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последний из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и против его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытки России аннексировать Крым. Конец цитаты. Родственники задержанных пришли с протестами к гестапо в Симферополе, и там зачистили еще 50 человек. Так вот, если раньше они все пытались сделать вид, что борются с терроризмом и маскировали свои рейды под якобы зачистку Хизбут-Тахрир, то с сегодняшнего дня спокойно можно говорить об этнических репрессиях, о чем я и говорю. Спасибо, Аркадий, что написал это. Вот Нариман наш прекрасный Нариман в суде, так называемый. Да, продолжаю. До сегодняшнего дня можно спокойно говорить об этнических репрессиях. То есть здесь-то мы и так говорили, но теперь об этом можно официально на международных платформах говорить. Уже официально, уже скрыть репрессии под борьбу с терроризмом не получится. И международное сообщество обязательно это сделает, как уже сделало США. Так вот, россияне, он обращается уже к своим читателям там, в Рейхе. С нынешнего момента вы все граждане страны, которые занимаются этническими чистками. Добавлю я в 21 веке. Теперь официально. Вы можете сколько угодно махать своими ёршиками и фонариками, закрывать глаза, делать вид, что ничего не существует. Ваша Любовь Соболь или Люся Штейн, или какой-нибудь Илья Яшин, или кто там у вас, я уже не разбираюсь, могут сколько угодно нести свою ерунду про то, что в последнее закручивание гаек происходит и только лишь для того, чтобы не пустить Люсю, какого-нибудь Любу с Илюшей в Госдуму. Но по факту вы теперь все живете в стране, которая проводит этнические зачистки. Вы граждане Рейха, теперь официально. А те из вас, кто еще и катается в Крым, так просто без политики, чтобы отдохнуть, еще и соучаствуют в этом. И отмазаться от этого уже не получится. Глазки отводить в сторону, время было такое, мы не знали, мы верили партии, не получится. Вы все знаете, время такое, время интернета. Ваш Рейх вызрел. Ваша страна занимается этническими зачистками. Ваша гестапо сажает Кырымлы на сталинские сроки, по сталинским же бредовым обвинениям, сталинскими же методами. Джилял сидел сутки в клетке с мешком на голове. Помните об этом каждый раз, когда будете в Ялте попивать свою массандру без политики. Либеральные вы мои. А я хочу сказать, что помните о том, что, я русским имею в виду, что за все бывает отмщение. И как бы не веселились под пиво немцы в каком-нибудь 30 каком-нибудь году или даже в 40 каком-нибудь, это не помешало им либо не вернуться с войны, либо увидеть свои дома, полностью разбомбленные города, голод, нищету, изнасилованных женщин и прочее, что несет война в дом, откуда она исходит. Да? И немцы этот урок, не все, наверное, но все-таки в каком-то виде усвоили. А русские нет, не усвоили. Они считают, что они могут решать судьбы чужих людей и стояться где-то за занавесочкой. Я тут ни при чем. Нет, при чем. Причем эти сволочи с радиостанции «Эхо Москвы», я просто сейчас покажу вам, не покажу, но процитирую, что они, как они себя ведут сейчас. Вот те люди, которые нам рассказывали про то, как Россия будет свободной, там, мы здесь власть, хрясть и так далее. Что же пишут нам эти люди? Пишут, вот теперь анонс эфира «Эхо Москвы» журналистов, да, на сайте «Эхо Москвы». Должны ли украинские власти смириться с утратой Крыма? Рассуждают у себя там где-то в банке с огурцами на болотах, там в какой-то высотке на каком-то Новом Арбате некие, ну, я их знаю, лично Маша Майерс, Алексей Нарышкин.
Передайте Маше и Алексею, что они в истории клопы просто. От них только отпечатки кровавые остаются, они никто. И всем их коллегам с «Эхо Москвы», из «Московского комсомольца», из «Комсомольской правды», и вообще отовсюду там. И из «Новой газеты». И всем-всем-всем. Передайте товарищам, что у вас мозги на бекрень, даже знаете в каком смысле? Еще главного смысла этого поста даже многие не уловили. Они спрашивают, должны ли украинские власти смириться с утратой Крыма. То есть для них понятие народа как субъекта не существует. У народа в их головах рабских, абсолютно рабских, ничтожных головах, у народа, Украины, но они по себе же судят, нет субъекта. То есть должны ли власти смириться? Мы не смирились. Крымские татары в оккупированном Крыму не смирились. Они даже представить себе в голове не могут вот это отличие нормального человека от жителя Рейха, да, с их нарративами. Власть решает, я никто в лучшем случае, а в худшем случае механизм, гаечка какая-то малозаметная. Я ничего тут, это все Путин. Потом они будут говорить, нет, это не все Путин. Путин это вы и есть. Вы эти Маши Майерс, Алексей Нарышкины и прочие Венедиктовы и прочее. Я, кстати, удивлен, почему «Эхо Москвы» не запрещено для вещания в Украине. Это надо немедленно сделать, безусловно. Потому что это чистый враг. Это «Газпромовское радио», личное радио Путина, да, где обсуждают, должны ли мы смириться с утратой Крыма. Вы должны смириться с тем, что вы рабы. Конченые абсолютно рабы, не люди. Потому что человек такого даже думать не будет. Он не будет считать других людей за стадо. А вы думаете, что если вы бараны, то и кругом все такие же? Нет. Украинцы не бараны, крымские татары не бараны. Мы люди, которые, да, сейчас, в данный момент, мы не можем вас выбить из Крыма физически, пока. Но мы обязательно это сделаем. И тогда, когда, как сказал наш новый главнокомандующий Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, он проедется на танке и по Новому Арбату, и по Красной площади. Хотя я считаю, знаете, что ни Нового Арбата, ни Красной площади, ни Кремля не должно существовать. Просто, знаете, как та история про Рим и Карфаген. Сколько раз не побеждал Рим Карфаген, да, в этих войнах пунических, там 4, по-моему, войны было или 5, не помню уже. Каждый раз эта опухоль возрождалась, да, и снова угрожала Риму. Это, конечно, далекие ассоциации, но пока не будет уничтожен этот рейх, пока не будут уничтожены те места, где все это зарождается, ничего не будет. А у нас на связи еще один наш человек из Крыма, Заир Смедля. Селям алейкум, Заирбей. Алейкум селям. Рассказывайте, что происходит вокруг вас и какие последние новости? На сегодняшний день прошли уже заседания по избранию меры пресечения в отношении Эльдара Одаман, Шевкета Усейнова. Шевкету Усейнову определили наказание в виде 14 суток содержания под стражей, Эльдару Адаман в виде 15 суток под стражей. Напомню, что в день так званого совершения диверсии эти люди находились за километров 150, наверное, как минимум, от места предполагаемых совершений диверсии. То есть они находились в Евпатории, и это зафиксировано и на видеокамерах, и показаниями сотрудников. Поэтому в отношении них уже использовали другую статью, не диверсии, а якобы неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. В отношении отца Азиза тоже избрали меру пресечения в виде 10 суток содержания под стражей. Он вместе с нами, с братом Азиза и его матерью был задержан возле здания ФСБ на бульваре Франко. На нас составили протокол и отпустили, а отца Азиза и его брата задержали. Отцу дали 10 суток административного ареста, брату 15.
в отношении двоих других задержанных, Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2021 Да, это мы знаем. Мы с адвокатами разговаривали, да. Мы только что говорили с Айдером и с Софией. Да, и они отказались от услуг адвоката по найму, и судебное заседание проходило в присутствии адвокатов государственных. В настоящее время проходит судебное заседание в отношении Наримана Джеляла. Ну, я предполагаю, что точно так же в отношении него будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иллюзий каких-то особых я для себя не строю. Не для этого его похищали, создавали такие условия, когда человек не знал, одели мешок на голову, возили в неизвестном направлении. Он и рассказывали, что может оказаться очередным потеряшкой, еще что-то. То есть было психологическое воздействие. Но, тем не менее, Нариман держится достойно. И сейчас вместе с ним работает адвокат Николай Полозов и меня Авамилева. Спасибо большое, Заирбей. Мы тоже ждем, когда Полозов выйдет из зала так называемого суда, но и никаких иллюзий, конечно, не питаем. Передавайте огромный селям от всех нас с АТР, всем людям, которых вы видите вокруг себя. Мы с вами рядом, мы никогда вас не бросим, мы всегда будем стоять на вашей стороне и говорить миру о том... Çok sağ olun. Заир Смедля, кстати, он тоже человек, который в структуре Меджлиса, он в выбранной комиссии, глава, председатель избиркома Курултая крымстарского народа. Вот. То есть это человек, которому тоже угрожает все то же самое. Мои 2 часа в прямом эфире подходят к концу. Дальше будет прекрасная Гульсум Халилова. Но что я хочу сказать перед тем, как попрощаться на сегодня. Вот глядя в глаза этих людей, сейчас, которые выходят в эфир в НАТРе, и прямо рядом стоят эти гестаповцы русские, которые могут сделать с каждым из них все, что угодно. К сожалению, на данный момент это выглядит безнаказанно. Хотя это не будет так. Мы всех их запомним и всех покараем. Но пока этот момент не настал, мы должны его приближать. И я считаю, что каждый крымлы, где бы он ни жил в мире, на оккупированной территории Крыма, либо в материковой Украине, либо где бы то ни было, в Америке, в Австралии, где угодно, наши люди живут везде, в Турции, должен стать соратником телеканала АТР в том, что мы показываем то, что реально происходит в Крыму, все эти репрессии. Кроме нас этого никто не сделает. И вы же понимаете, да, что у мира много проблем, но крымские татары есть только у крымских татар и у Украины. И больше ни у кого. И всех украинцев патриотичных я тоже прошу присоединиться к поддержке канала АТР через сайт Patreon. Это будет ваш вклад в наше общее дело.